أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Всех приветствую исламским общечеловеческим приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Альхамдулилля, у нас с вами следующая встреча. И вот уже мы потихоньку, шаг за шагом, встреча за встречей, урок за уроком приближаемся к концу нашей программы изучения акиды. Но в то же время хочу сказать, что то, что мы с вами изучаем, это средней сложности. То есть это не совсем поверхностно и не совсем глубоко. Это такое средние такие знания, которые мы должны все с вами знать. И также в то же время хочу сказать, что по разным вопросам имеются разные мнения, разные чтения среди ученых. Некоторые из них мы с вами также упоминаем. И хочу сказать, что вот мы с вами говорили на последней встрече о том, что про человека говорили и вывели такой тезис «Аль-инсан ашраф аль-махлюкат», то есть человек является наипочтеннейшим созданием Творца. И сказали о том, что были разные мнения относительно, является ли человек наипочтенным созданием, либо же ангел, но мы не стали подробно вдаваться в это разногласие. Одни ученые сказали вот так, другие ученые сказали так. Но, коротко говоря, мы с вами до этого еще, наверное, встречи 2 назад, может, даже 3 назад сказали о том, что хавасуль башар, то есть особые люди из числа, особые люди, пророки, посланники, они лучше, чем ангелы. И вот в одной из книг, я дальше немного чуть-чуть так покопался в этой теме, в одной из книг по акиде, называется эта книга Хашияту имам аль-Бауджури аля джавхарати таухид. И называется Тухфатуль Мурид аля джавхарати таухид. В этой книге, эта книга, она была составлена по классической форме. Сначала матан, то есть некий такой дайджест, и к нему дается шарх, толкование. Так вот, прочитая в этой книге, я нашел некий порядок, превосходство одних над другими. Но в то же время хочу сказать, что этот вопрос, он спорный, это раз. Второе, как мы с вами на прошлой встрече говорили о том, что приводили слова имама Аль-Куртуби, то есть нет единогласного мнения относительно этого вопроса, это два. Третье, что в этом вопросе нет однозначного довода, кат'иян, нет однозначного довода. Все это, скажем так, предположения, которые вытекают от косвенного понимания аятов Корана, либо же хадиса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и также ссылаются на логическое мышление. Но так или иначе, я посчитал нужным вам об этом сказать. И в этой книге говорится, «Аль-тарикати раджихати фит тафдиль», то есть упоминаются имена пророков, ангелов, и это мнение более предпочтительное, и упоминается от наилучшего к последующим. Мы ни в коем случае не можем сказать, что худшие. Почему? Потому что можем ли мы сказать, что ангелы худшие или плохие? Нет, не можем. Можем ли сказать, что пророки худшие или плохие? Нет, не можем. Но здесь приводится порядок какой? Самым первым упоминается наилучшие создания, наипочтенные создания. И здесь говорится, «Анна саидана Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма афдалюль хальки аляль итлака», что наш господин Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям является наилучшим творением аляль итлак в общем, уаялихи саидуна Ибрахим, и за ним идет пророк Ибрахим алейхиссалям, потом идет Муса алейхиссалям, потом идет Иса алейхиссалям, потом идет Нух алейхиссалям, то есть 5 пророков. Вахуляи хум улюль азми кама тақаддам. И как уже было ранее сказано, эти 5 пророков являются 5 величайших пророков и посланников. Улюль азм, обладатель стойкости, то есть самый лучший пророк Мухаммад, алейхиссалям, потом 5. Но здесь еще упоминается именно порядок. Сначала Ибрахим, алейхиссалям, Муса, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям, и потом Нух, алейхиссалям. Фимма бакияту русуль. Далее идут все пророки, посланники, все посланники. Помните, мы с вами говорили о том, что между пророками и посланниками есть разница. Здесь говорится о том, что после 5
обладатель стойкости пророков, посланников, идут остальные посланники. ثم الأنبياء غير الرسل. Потом идут пророки, но не посланники. Пророки, но не посланники. Дальше упоминается ثم Джибриль, алейхиссалям. Потом упоминается ангел Джибриль, алейхиссалям. Микаиль, алейхиссалям. Потом следующие великие ангелы. Потом ثم عوام البشر. Авамуль Башар. Дальше идут остальные люди. Но здесь имеется в виду что? Имеется в виду остальные люди, верующие. Но, когда мы говорим про верующих, упоминаются еще отдельные категории людей. Это вот 4 праведных халифа, 10 обрадованных при жизни раем, участники битвы при Бадре, участники при Ухуде, участники при Бай'ат Ридван, то есть когда было худайбийское перемирие. Угу. Потом идут остальные ангелы. Вот таким вот образом, вот смотрите, وَسَبَقَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْهُجُومُ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْقِيفٌ. Также в то время, что необходимо воздержаться от нападения на людей, которые придерживаются другого мнения в этом вопросе. Почему? Потому что, как уже было сказано, в этом вопросе нет однозначного мнения и нет четкого ясного текста. И таким образом мы с вами завершаем большую нашу главу «Вера в ангелов», в которой мы упомянули ангелов, джиннов, шайтана и человека. И теперь мы с вами переходим к большой главе, которая называется «Вера в день суда». После этого, иншаллах, у нас будет такая щепетильная, непростая, такая тонкая тема про неверие, про язычество, про лицемерие и так далее. Просим Аллаха, чтобы Аллах помог нам, всем нам в этом разобраться, передать, рассказать. И просим Аллаха, чтобы Аллах защитил нас от любых видов проявления неверия, и язычества и лицемерия. Аминь. Аминь. Значит, следующая наша тема – вера в день суда. Когда мы с вами начинали веру в ангелов, мы с вами сказали, что эта тема такая гайбият. Гайбият имеется в виду вера в сокровенное. Вера сокровенная. Когда дело касается веры сокровенной, то здесь возникает несколько аспектов, несколько вещей, на которых нужно обратить внимание. К примеру, если мы скажем о простых каких-то вещах, которые мы с вами познаем с помощью 5 органов чувств. Например, вот у меня фломастер, мы спокойно потрогали и говорим, что он твердый. Фломастер твердый. Он желтый. То есть мы потрогали, увидели, можем понюхать. Допустим, взяли соль соленый попробовали, сахар сладкий попробовали. То есть 5 органов чувств, которые помогают нам познать, которые помогают нам что делать? Познать этот мир. Но есть еще, скажем так, некое такое шестое окошко для получения знаний. Это наше сердце, наша душа. Наше сердце, наша душа. Это как раз, как уже было сказано, наше сердце, наша душа. И как раз здесь-то у нас и, скажем так, располагается наша вера. Наша вера. Так вот, если мы в каких-то вещах можем, например, посмотреть, допустим, в плане мирском мы можем посмотреть, что вот этот стол, рабочий стол, он твердый, там подушка, она мягкая, пол твердый, одежда мягкая и так далее. В вопросах особенно гайбиет, вопросы вообще религии, конечно же, и особенно гайбиет, сокровенные знания, скрытые знания, то в этом мы что делаем? Всецело полагаемся только на откровение Аллаха, переданные в виде, допустим, в нашем случае получается в виде Корана, и также сообщение пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. В вопросах, то есть в данном случае мы не можем полагаться на какую-то науку. Хотя, если говорить про веру в жизнь после смерти, написано немало книг разными учеными, в том числе медиками. Давно еще я читал одну книгу, называется «Доказательства жизни после смерти». Автором является Армстронг. Вроде как, точно уже не помню. Но, коротко говоря, суть этой книги заключается в том, что человек, он был медиком, он был врачом,
и на его руках, скажем так, люди проходили некую такую клиническую смерть. После этого они обратно, получается, скажем так, возвращались в эту жизнь и рассказывали то, что они видели, то, что они чувствовали. И на основании вот этих рассказов он что сделал? Он составил такую некую, ну, сначала открыл портал, все люди, которые пожелали, могли там оставить свои переживания, то, что они видели, свои впечатления. И на основании этого он написал книгу, называется «Доказательства жизни после смерти». Это, наверное, больше для тех людей, которые отрицают веру в день суда. Для тех людей, которые отрицают жизнь после смерти. Конечно же, мы не говорим о том, что нам, мусульманам, нужно ссылаться на эту книгу в вопросах изучения мира вечного, мира после смерти. Нет, ни в коем случае. Это просто, как бы, скажем так, попытка обратить внимание, возможно, неверующих людей на то, что люди, которые как бы сами по себе не относят себя ни к одной религии, которые, скажем так, придерживаются научного мировоззрения, они что делают? Они об этом тоже говорят. Говорят о жизни после смерти. Что касается нас, мусульман, в этих вопросах, вопросах вообще религии, конечно же, и особенно в этих вопросах мы ссылаемся только на коранические аяты и на хадисы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И как уже было сказано, именно хадис мутаватир. Итак, аль-иману биль-яумиль ахир или аль-иману биль-яумиль кияма. Вера в последующую жизнь, вера в судный день, вера в последний день, вера в будущую жизнь, вера в вечную жизнь. То есть по-разному все это называется на русском языке и в том числе и на арабском языке. Что же это означает? Значит, обычно упоминается аль-яумиль ахир. Яум аль-ахир. Например, в хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман кана ю'мину билляхи валь яумил ахири», кто уверовал в Аллаха и в последний день, то есть именно яум аль-ахир как последний день. Слово ахир означает что? Означает последний. Означает последний. И получается что? Получается вот этот день, когда наступит конец света, этот день будет последним днем этого мира, земного мира. И после этого уже что делается? Уже начинается новая жизнь. Новая жизнь, которая не имеет конца. И она начинается, как мы говорим, в более широком смысле, более используемом смысле именно после наступления или с момента наступления конца света. Но для каждого из нас наступает еще малый конец света. До наступления конца света малый конец света имеется в виду смерть. То есть человек покинул этот мир, он скончался, душа его покинула тело, все. С этого момента ему уже, то есть для него уже конец света уже наступил. Почему? Потому что смерть называют малым концом света. Был такой случай, пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, пришли бедуины, делегация, и бедуинам и не мединцам было дозволено задавать, в принципе, любые вопросы. И один из них спросил, мета саа, то есть когда будет саа, конец, когда будет этот час наступит. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на самого младшего из них, он сказал, то есть не успеет он вырасти, как для вас, примерно смысл, не успеет он вырасти, как для вас настанет ваш конец света, как для вас настанет ваш час. То есть вы покинете этот мир. Поэтому слово ахира в более широком смысле имеется в виду, то есть наступление конца света, прекращение существования этого мира и наступление нового бесконечного мира, но в более узком смысле, о котором многие люди, кстати говоря, не размышляют и не думают, возможно, и, возможно, не слышали. Это когда для человека наступает смерть. В терминологии ахира что означает? Это последующая жизнь, которая начинается, как уже было сказано, с малого конца света, смерть, либо же с большого конца света, и этот день включает в себя, и этот ахира, этот термин включает в себя веру в день суда, веру в ад, веру в рай, и длится вечно. И вообще, если, например, упомянуть, если посмотреть на веру в день суда или вообще день суда, вот мы с вами, вот тоже обратите внимание на свою речь, возможно, вы иногда говорите конец света, возможно, вы иногда говорите судный день,
Возможно, мы иногда и говорим последний день, вечная жизнь и так далее. То вот в итоге вопрос возникает, что же более правильно? Ответ простой. Все правильно, все правильно. Вопрос в другом, что мы включаем в это? Дело в том, что когда мы называем конец света или называем судный день, то здесь, получается, должно быть некое такое небольшое разграничение. Какое? То есть наступает конец света, а судный день наступает уже чуть позже. А иногда человек говорит судный день, имея в виду все. И наступление конца света, и дуновение в рог, и второе дуновение в рог, и воскрешение, и так далее, и так далее. Так вот, день суда, либо, скажем так, конец света, давайте так скажем, имеет несколько этапов. Более подробно будем говорить, но давайте коротко. Вот смотрите. Получается, вообще жизнь человека можно еще так поделить. До нашего рождения Аллах сотворил нас в каком-то вот таком мире. Это сура А'араф, 172 аят. Аллах говорит: «Аста'иду билля ва из ахаза раббука мин бани адама мин зухурихим зурриятахум». И вывел Аллах из сынов Адама, из их чресел, зурриятахум, их потомков, ва ашхада аля анфусихим, и засвидетельствовал, то есть призвал их свидетеля против самих себя, и Аллах спросил: «Алясту бираббикум?» Не я ли являюсь вашим Господом? Калю беля, и все люди, мы с вами в том числе сказали: беля, конечно же, ты наш Господь. Беля шахидна, да, мы свидетельствуем. Это раз. Второе, Аллах потом что сделал? Когда пришло наше время, скажем так, Аллах поместил нас в утробе наших матерей. За исключением Адама, алейхиссалям, за исключением Ева, алейхиссалям, за исключением Иса ибн да, за исключением двух: Адам, алейхиссалям, и Ева, алейхиссалям. Дальше что? Наш этап в этой жизни. Дальше что? Смерть. Наступает смерть. То есть конец света еще не наступил, но много людей уже покинули этот мир. И они находятся в мире барзах. Загробная жизнь, могильная жизнь. Дальше что? Наступает время конца света. И вот здесь уже более подробнее. Наступает конец света. Ангел Исрафиль, алейхиссалям, протрубит в рог. Все живое умрет. Дальше что? В таком состоянии, как сказано в хадисе, «Ма бейна нафхатейни арбаун», между двумя дуновениями 40, то есть пройдет 40. Дальше что? Аллах не спошлет дождь, и протрубит Аллах, ангел Исрафиль, алейхиссалям, протрубит второй раз в рог, то есть второе дуновение в рог. И люди что? Люди будут воскрешать. И здесь еще возникает такой вопрос: кто первым воскреснет? В каком состоянии люди воскреснут? Дальше что? Сбор для суда. Дальше что? Заступничество большое, чтобы Аллах начал суд. Дальше что? Нам, людям, вручат книги наших деяний. Будет отчет. Да, что еще будет? Будут весы. Будет мост, сират. Дальше уже получается либо рай, либо ад. И об этом, иншаллах, обо всем мы с вами более конкретно будем говорить. И возвращаемся обратно к нашему учебному вопросу: вера в будущую жизнь. То есть вот мы с вами определили, не ли вера в воскрешение, является ли вера в конец света обязательной. Да, так и есть. Вера в конец света является обязательной. Об этом четко и ясно упоминается в Коране, об этом четко и ясно упоминается в хадисах пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Например, в Коране, это сура Аль-Бакара, 177 аят, Аллах говорит: «Валякинналь бирра ман амана билляхи валь яумил ахири, валь малаикати валь китаби валь набийин». То есть вера в день суда упоминается среди других столпов веры. Однако же благочестие – это когда человек верует в Аллаха и в последний день, в ангелов, в священное писание и в пророков.
Также сура Аль-Бакара, 62 аят. «Ман аман билляхи валь яумил ахир ва амиля салихан, фалахум аджрухум инда раббихим». Кто уверовал в Аллаха и в последний день и совершал добрые деяния, им уготовано их вознаграждение у их Господа. «Валя хауфун алейхим, валя хум яхзанун». И не будет над ними страха, и не будут они опечалены. Также упоминается «Валлазина ю'минуна бима унзиля илейка ва ма унзиля мин каблика ва бил ахирати хум юкинун». То есть те, которые уверовали в то, что ниспослано тебе, о Мухаммад, и в то, что ниспослано до тебя, и они убеждены биль ахирати, в вечности. Убеждены в вечности. Далее. И в то же время Аллах упоминает в Коране о том, что человек, который не верит в день суда, он является неверующим. Человек, который не верит в день суда, он является неверующим. Но здесь на какой момент? Мы, иншаллах, об этом еще будем говорить. Наверное, долго будем говорить, что не нужно спешить обвинять человека в неверии. Гораздо важнее что? Гораздо важнее и постараться ему аккуратно, мягко, деликатно донести. У имама Аль-Газали спросили, каково положение человека, который не совершает намаз. Он что сказал? Он не сказал, он верующий, неверующий, грешник или не грешник. Что он сказал? Нужно взять его за руки и пойти с ним в мечеть. То есть обучить его намазу. И здесь то же самое. Наша задача не является обвинять человека в неверии. Наша задача не является обвинение человека в неверии. Наша задача что? Самому хорошенько изучить нашу религию. И что делать? Постараться донести ее до других людей, начиная с близких. И Аллах в Коране, это сура 4, 136 аят, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Тот, кто не верует в Аллаха, не верует в ангелов, не верует в Писание, его Писания, не верует в пророков, в посланников, и также не верит в день суда, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Тот впал в глубокое заблуждение, в далекое глубокое заблуждение. То есть Аллах что делает? Сам говорит о том, что человек, который не верит в день суда, является неверующим. Аллах сам об этом говорит. Аллах сам об этом говорит. И мы с вами сказали, что в эти вопросы скрытого, мы ссылаемся только на Коран. Только на Коран и на хадисы пророка Мухаммада, который является мутаватир. Далее. И в то же время все-таки нужно сказать, вот часто бывает так, что мы все принимаем через мерилы нашей жизни, нашего мира. Если мы говорим, что вот дуновение в рог, то есть труба, человек, возможно, представляет себе вот такую трубу. Или, например, когда мы говорим мост, человек, возможно, представляет себе вот такой вот мост. Когда мы говорим, что весы, вот такие весы, книги деяний, вот такие книги и так далее, и так далее. Нужно понимать, что это вера в это является обязательной, если это в Коране упоминается. Но в какой форме это все будет происходить, в какой форме будет этот сур, рог, нам, то есть мы не должны воспринимать это через мерилы нашей жизни, через мерилы материального мира. Мы должны понимать, что вот это сокровенное, мы его не видели, и что за это рог, что за труба, что за весы, валлаху а'лям, Аллах об этом знает. Далее, значит, вера в день суда является важнейшим аспектом нашей религии и Корана, конечно же. В Коране очень часто упоминается вера в последующую жизнь. Очень часто упоминается вечная жизнь во многих аятах. И более того, мы говорим день суда, но в то же время, или, например, по-арабски яум аль-кияма может человек говорить, или, например, на турском языке кияметкины. И, так или иначе, Аллах этот день называют в Коране разными названиями. Разными названиями. Интересно, почему? Давайте начнем от нашей современной логики. Если для нас что-то милое, если что-то для нас любимое, если что-то для нас является вот таким весомым, важным, то обычно что мы делаем? Обычно мы это называем разными именами, разными названиями. Допустим, обычно, скажем так, родители любят своих детей, и поэтому обращаются к ним с помощью разных слов. С помощью разных слов. Что касается веры
Что касается названия дня воскрешения, то вот в этой книге, которую мы с вами цитировали, там говорится о том, что день суда, день воскрешения имеет около 300 названий. Имам Аль-Куртуби, был такой ученый, имам Аль-Куртуби, о нем мы с вами уже упоминали. У него есть такая книга, называется «Ат-Тазкира фи ахваль аль-маута ва умур аль-ахира». Напоминание относительно положения усопших людей и напоминание о делах вечных. И он в этой книге, как и в других книгах, упоминаются его слова, он говорит следующее. «Ма азума ша'нуху та'аддадат асма'уху». То есть то, что является великим, важным, то имеет множество названий. Например, допустим, для арабов верблюд является важнейшим элементом в их жизни, особенно в то время. Конечно, сейчас уже, в принципе, так уже нет, но особенно в то время. И они давали верблюду разные названия, около 50 названий. Так вот, день суда, день воскрешения имеет много разных названий. И обычно под каждым из них мы можем подразумевать такое общее понимание конца света, либо же что, либо более такое частное. Ну, давайте посмотрим. Значит, несколько определений понятия судный день. Значит, яумуль ба'th. Ба'th означает воскрешение, день воскрешения. Под этим словом мы с вами можем иметь в виду, то есть все эти аспекты, весь этот порядок, который мы с вами упоминали. Также можем иметь в виду, что конкретно только воскрешение. Конкретно только воскрешение. Это раз. Также называется яумуль кияме. Яумуль кияме, то есть означает кияме стояние, день стояния. День стояния. Стояние. Почему? Потому что яума якумун наси ли раббил алямин. То есть в тот день люди предстанут перед своим великим владыкой, великим Аллахом. Поэтому называется день стояния. Также еще говорится о том, что в этот день будет осуществлен расчет. Дальше называется саа. Саа означает час. То есть Аллах назвал этот день часом, или же можно перевести как последний час. Почему? С одной стороны, вот, насколько я помню, также имам Аль-Куртуби комментирует, что час – это некий отрезок времени, и обычно час всегда наступает внезапно и быстро. И ученый комментирует, что этот день, последний день, конец света, наступит внезапно. Дальше называется Яумуддин. Каждый из нас читает каждый день эту суру, точнее этот аят. Малики яумиддин. Владыка дня воздаяния. Яумуддин – день воздаяния. Почему называется день воздаяния? Ну, день суда и воздаяния можно еще перевести. Почему так называется? Потому что в этот день будет воздаяние за дела. Воздаяние за дела. И повторюсь, под этим словом мы с вами можем подразумевать, то есть общий целиком конец света, а также можем что делать? Подразумевать только воздаяние. Яумуль хисаб, день отчета. Яумуль хулюд, день вечности, потому что это не закончится уже. То есть после суда будет рай и будет ад, и это будет вечно продолжаться. Вечно в раю, либо же вечно в аду, упаси Аллах. Даруль ахра также называется даруль ахра, то есть обитель последующей вечной жизни. Яумуль хасра, день сожаления, день уныния. Яумуль фатх, день победы, день открытия. Яумуль джам'и ват тагабун. Яумуль джам'и, в другом аяте говорится яумуль тагабун. Яумуль джам'и означает день сбора. День сбора. А тагабун – это взаимные притязания. То есть, потому что одни будут приходить другим и будут требовать справедливости, и будут говорить, что ты обидел меня, ты что-то там сделал мне, и либо он оставит свои грехи, либо он у него возьмет его хорошие деяния. Также называется яумуль хурудж. Яумуль хурудж – день исхода, день выхода. То есть, когда яумуль хуруджу насу сираан, когда люди выйдут поспешно из своих могил. И также называется Йом Танед, день криков и так далее. То есть много самых разных названий дня
воскрешения. Еще хочу кое-что сказать. Ученые задавались вопросом, что же такое большой конец света? Что же такое судный день? Одни сказали, значит, что большой конец света – это период времени, который длится от первого до второго дуновения в трубу. От первого до второго дуновения в трубу. Также сказали, что судный день, то есть получается, смотрите, как получается, вот представьте себе картину, вот наша жизнь, и вот наступает конец света, большой конец света имеется в виду как бы настоящий конец света, потому что смерть называется малым концом света. Наступает большой конец света, дуновение в рог первый раз, потом пройдет 40, что 40 дней и недель не сказано в хадисе, потом будет что второе дуновение. И вот время между этими двумя дуновениями называется, в более частном смысле, называется большой конец света. Судный день начинается со второго звучания в рог, со второго дуновения в рог и заканчивается, когда обитатели рая войдут в рай и обитатели ада войдут в ад. И это все включает в себя воскрешение людей, передача людям книги Писания, а также включая в себя взвешивание на весах, призвание к ответу, это называется хисаб, шафаа, заступничество, мост над адом. И таким образом что? Таким образом, в более частном смысле ученые разделили термины конец света и термины судный день. Конец света между двумя дуновениями, судный день после второго дуновения и так далее. Но обычно что? Обычно мы все имеем в виду, когда говорим судный день, когда говорим последний день, последний час, конец света. Обычно люди что делают? Все это целиком подразумевают. Но это все-таки имеет свои этапы. На этом мы с вами завершаем. Иншаллах, на следующем уроке продолжим эту тему. И эта тема, как уже было сказано, займет у нас достаточно много времени. Субханак ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.